В таджикском сегменте интернета в последние месяцы набирают популярность прямые эфиры «Хак ва Ботель» «Истина и ложь». Ведущим передачи является один из лидеров группы 24 Хусейн Ашуров. Особенностью этих эфиров является то, что к ним может присоединиться любой желающий, чтобы высказаться о сегодняшних проблемах населения Таджикистана. Одним из главных условий для участников является публичность, то есть чтобы выступающий принимал участие с открытым лицом. Примечательно, что с каждым днем число желающих выступить с критикой режима Рахмона и сегодняшней ситуации в Таджикистане растет, несмотря на риск преследований со стороны таджикских силовых структур. Причем участниками оказываются представители различных слоев населения: трудовые мигранты и матери-одиночки, интеллигенция и политэмигранты. Почти в каждом эфире из-за участия, в том числе и сторонников режима Рахмона, разгораются достаточно жаркие дискуссии. Напомним, что в этом месяце в Исфаре и Худжанде власти занимались замазыванием уличных надписей с требованиями отставки Эмомали Рахмона. По мнению наблюдателей, происходящее указывает на быстрые темпы роста политизированности таджикистанцев, что не может не беспокоить режим. Отдельно следует отметить и широкий резонанс вокруг осуждения на 7 лет лишения свободы за благотворительную деятельность 87-летнего Даньора Набиева. В поддержку Даньора Набиева в соцсетях запущен флешмоб. Сотни людей записывают видеообращение с требованием к властям немедленно освободить пожилого человека из-под стражи. яқин медонам ки вай худо кунам метарсам.